Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня у нас в гостях человек, который, может быть, временно ушел с политики, может быть, вообще с концами ушел в политике. В Абхазии, в общем-то, сегодня очень сложно говорить о том, что есть какие-то вечные субстанции. Тем не менее, сегодня в гостях у нас, по крайней мере, действующий блогер, общественный деятель Тенгиз Джопо, и мы поговорим сегодня о наболевшем. Мы поговорим о том кризисе, в котором мы находимся, есть ли там пути выхода, да? То есть я, наверное, начну с самого свежего, да? У меня вопрос очень простой. Вот ты ходил на эти выборы, да, в местные органы власти? Если честно, нет. А почему? Какой мотив был? Мотив был абсолютно жизненный, бытовой, я физически не смог пойти, но даже если у меня была бы возможность, я не пошел бы. Не пошел бы, потому что у меня такие же настроения, как у большинства населения, на мой взгляд. У меня очень низкое доверие к системе власти в стране, абсолютно нет доверия к парламенту, чуть больше доверия к местным органам власти. Причем местным органам власти я доверяю чуть больше только из-за того, что они заняты решением бытовых проблем населения, в отличие от нашего основного парламента. Вот, в районе, в котором я проживал, могу сказать сразу, что очень многие не пошли на выборы. У нас явка не состоялась, и выборы тоже не состоялись, нам не удалось избрать депутата. Как в следующий раз ситуация будет, я не уверен, что на следующих выборах ситуация будет чем-то лучше, чем та, которая была сейчас. Плюс добавим к этому саму атмосферу проведения этих выборов. Это постоянное отключение электроэнергии, отсутствие воды, настроение, очень сложное психологическое состояние общества. Настроение подавленности есть, все это постоянное отключение, выключение света, темнота очень угнетает. Люди очень обозлены, люди устали. Вообще, какие-то мысли есть? Вот все-таки сама система органов местного самоуправления, она, кажется, не очень жизнеспособна, да? То есть не так уж много, в общем-то, контроля, мы какие-то реформы проводили, да, там, но тем не менее, вот сейчас идешь, смотришь на этот список людей, которые баллотируются, да, это в Сухуми, я сейчас не говорю про районы, где наверняка ситуация похуже. То есть люди, которые там совсем молодые, там, которые не имеют бэкграунда, то есть у них нет ни истории, в общем-то, ни биографии реальной своей, и нет каких-то сформулированных взглядов на будущее, да, чем они там хотят заниматься и вообще как они это видят. И с другой стороны, мне кажется, у нас вот пошла очень нехорошая традиция, мы вот как английские лорды, да, которые там передавали в наследство, да, то есть у нас уже пошло поколение детей, которые там в политику идут, то есть идут, исходя из того, что их родители уже там, да, и так далее. То есть это такая вот, мне кажется, все-таки какого-то импульса нового никто не понимает, что же делать с этими органами местного самоуправления. Наверное, и сами власти тоже думают, вот как бы пустая трата денег, но вот есть такая традиция выбирать всякие горсобрания, райсобрания и так далее. Проблема местных органов власти заключается в том, что у них, вот у этих депутатов практически нет полномочий, но зато есть огромный объем бытовых жилищно-коммунальных проблем. В отличие от действующего парламента, они вынуждены, основного нашего законодательного органа, эти депутаты вынуждены чаще общаться с населением. А у них, они ближе к электорату. Эта близость к электорату постоянно давит на них, люди часто к ним приходят по каким-то мелочным совершенно проблемам, там у кого-то крыша течет, у кого-то там воды нету. С такими проблемами к депутатам в парламент не ходят. И это, конечно, очень тяжело. Плюс отсутствие полномочий, они особо влиять на ситуацию в городе не могут. Чтобы вообще изменить отношения, необходимо менять всю систему власти, потому что местные органы власти, они являются составной частью всей архитектуры государственной власти. Это нужно реформировать всю политическую систему страны. И при реформировании этой политической системы
И местные органы, муниципальные, как их называют еще, им нужно придать больше полномочий, чтобы они почувствовали вместе с той, не только полномочия, но еще и ответственность. Было такое предложение при реформировании, я такое предложение озвучивал, я не знаю, не могу сказать, насколько оно жизнеспособно, но на концептуальном уровне. Создать законодательную систему нашу, сделать законодательную систему двухпалатной. Нижнюю палату парламента сделать партийной, а вот верхнюю палату парламента формировать за счет депутатов районов, ну, местных органов власти. И дать вот этой верхней палате больше полномочий. Возможность контролировать частично исполнительную власть, контролировать законодательную власть, нижнюю палату парламента. Таким образом мы смогли бы институционализировать сход, который мы часто собираем на площадях. Вообще двухпалатная система парламента существует во многих странах, хотя, в принципе, там она существует чаще в федеративных государствах. Но нет никаких проблем, например, ее создать и в рамках нашего такого унитарного государства. Верхняя палата обеспечивает стабилизацию в момент возникновения каких-либо кризисов. Это раз. Во-вторых, верхняя палата наполнена таким образом, что произойдет? Она даст больше независимости местным органам власти от исполнителей. Сегодня местные органы власти очень сильно зависят от центральных властей в части финансирования, дотации постоянно. Главы администрации у нас назначаются исключительно президентом. Это очень большая проблема. Мы сколько раз говорили, что нужно хотя бы в столице сделать так, чтобы город сам выбирал главу администрации. Даже на это власть не готова пойти. Хотя бы, если мы смогли бы, например, в городе у себя, в столице, выбирать сами мэра, даже это решение подняло бы статус депутата местных органов. Ну, мне кажется, вообще, я давно об этом как бы говорю, то тоже согласен, что столица все-таки созрела к тому, что выбирать себе градоначальника. И я думаю, этот принцип, определяющий выбирать или назначать, наверное, исходя из возможностей, может ли, допустим, этот регион содержать себя сам. То есть, если регион, условно говоря, дотационный, то там до тех пор, пока он дотационный, наверное, там будет назначенец там, президента, да, главы исполнительной власти, государства и так далее, от него представитель. Но если город в финансовом плане самодостаточен, он не датируется там, с республиканского бюджета, то, мне кажется, вот как бы в этом плане как бы объект созрел для того, что его граждане сами выбирали. И в этом плане там Сухум и Гагарский район, они вот как раз являются недотационными. И я думаю, это, может быть, даже и стало бы неким стимулом к тому, чтобы и в других регионах как бы ситуация менялась, и люди стремились, в общем-то, чтобы их район как бы сам выбирал себе главу, и люди сами распоряжались. Но пока у меня такое чувство, что никакой идеи в нашей политической элиты, я сейчас не разделяю там власть, оппозиция и так далее, вот что вот с этим институтом местного самоуправления делать, в общем-то, нет, да, там где-то на риторическом, может, уровне что-то может проговариваться, но вот такого системного подхода к этому абсолютно нет. Но с другой стороны, вот помимо этого, наверное, у нас сейчас очень важная, наверное, как бы такая дата, которая нигде, наверное, не проходит официально, но тем не менее год президентства Аслана Бжани, он буквально через неделю, да, какие-то итоги можно подвести? Я понимаю, что хозяйство очень сложное досталось ему. Итоги? Итоги, ну вот промежуточные, да, способны ли, допустим, вот как ты видишь тенденции, да, чем отличается, допустим, нынешняя власть там, от предыдущей, и есть ли возможность хоть как-то изменить, да, там вот этот крен кризисный, да, на улучшение, что-то вообще меняется вот на твой взгляд? Меняется динамика проблем. Мы инерционно движемся в бездну, проблемы наращиваются. В части принятия управленческих решений, их
грамотности, да, системности подхода в решении проблем. Прошлая и нынешняя власть мало чем отличается там друг от друга. Первый год можно сказать, что у власти очень было много ошибок. Ошибок управленческого характера, очень много кадровых ошибок было, политических ошибок тоже было немало. Можно, в принципе, свести это к тому, что люди только пришли к власти, но учитывая тот контингент, который мы там наблюдаем, там люди с очень богатым опытом, они через каждые 5 лет находились у власти, там очень мало новых людей. Вот. С учетом того, что я видел за этот последний год, я не совсем уверен, что какие-то проблемы в этой стране будут в будущем смогут быть решены, по крайней мере, с той командой, которая сегодня присутствует. И это я могу уверенно сказать. Были очень такие серьезные проблемы, важные проблемы. Это дефицита электроэнергии, была проблема эпидемии в стране. Надо признать тоже, это необходимо сказать ради справедливости, год тоже был не очень простым. Да. Были достаточно серьезные объективные условия, которые поставили эти органы власти в очень сложное положение. Но тем не менее, с точки зрения подхода к решению проблем, очень много было пассивности, очень много было обычного такого бессмысленного копирования тех же ошибок, которые допускали до них те, которые находились у власти. Вот. Во внутренней политике огромное количество было сделано вещей неправильно. Вопросы объединения общества, они просто озвучиваются, никаких реальных шагов в этом направлении не предпринимается. Просто делаются какие-то вроде что-то типа каких-то демонстративных, декларативных каких-то шагов ради галочки. Ну, в общем, ничего хорошего я сказать по этому поводу не могу. Вот. Не знаю, что будет дальше. Но не только ли нерешительность? Я вот, допустим, вот в ситуации с тем, с которым мы сейчас находимся, я имею в виду ситуацию с электричеством, да, со всеми этими отключениями, да, и не ровен час, сейчас вот поглядывая на часы все время, да, отключат свет, не отключат, да. Тем не менее, вот с этим майнингом дело ли только в нерешительности? Вот очень много там всяких разговоров. Нерешительность, я думаю, это в меньшей степени. Вообще проблема с майнингом, если быть объективной, она даже возникла не в этом году и не в прошлом году, она возникла значительно раньше. Были очень серьезные ошибки, допущенные руководством страны, особенно экономическим блоком, который должен был еще в 2015-2016 годах начать процесс регулирования этого рынка. Но процесс регулирования рынка никто не начал. У нас вообще вся экономическая система на саморегулировании. Мы живем, вот наша система хозяйствования, она регулируется исключительно рынком. И даже государство, которое, казалось бы, должно регулировать рынок, сама регулируется, ее поведение регулируется, мотивируется исключительно конъюнктурой рынка. Это неоднократно мы это уже видели, и то же самое произошло с майнингом. Эта власть допустила какую ошибку? Она вместо того, чтобы усилить процессы сдерживания развития этого рынка, она приняла решение административного характера, которое, напротив, открыло его. Произошел всплеск рынка, практически по экспоненте, это 2020-2021 год, вот этот период, когда резко возросло количество ввезенного оборудования, нагрузка возросла на энергетические мощности. Теперь что мы наблюдаем? Хотя рынок закрыт у нас, через границу запрещен ввоз, но тем не менее парадоксальная ситуация, у нас стоимость оборудования для майнинга постоянно растет. Конечно, рост его обусловлен еще и стоимостью ликвидности той валюты, которую он добывает, но тем не менее это говорит о том, помимо этого роста, есть еще сохраняется и внутренний рост спроса. Люди все равно ищут это оборудование. Спрос сохраняется при дефиците предложения. И это говорит о том, что со стороны государства не предпринимается таких жестких энергичных мер для того, чтобы остановить развитие этого рынка.
И я все-таки пытаюсь, как бы вот когда разрешили майнинг, да, я всегда пытался понять ту логику. То есть в тот момент, когда разрешали майнинг, это было в октябре, кажется, прошлого года, как раз уже к этому моменту мы свою норму электроэнергии, вот эти 40%, которые мы брали с Ингургес, мы израсходовали. Мы израсходовали, и об этом даже был большой большой репортаж, там энергетики собирались и обсуждали, и я помню, один из руководителей, технических руководителей Черноморэнерго он говорил о том, что вот мы уже израсходовали. То есть я теперь пытаюсь понять логику власти, которая вдруг говорит, разрешает майнинг, и еще говорит, мы на этом заработаем, там они в месяц, то есть речь идет о том, что в месяц они будут зарабатывать, государство будет доход получать 50 миллионов рублей, это в год 600 миллионов. В общем-то, я вот эту логику хочу понять, за счет чего это все, такие мысли были. Вообще поведение власти, она очень простая. Власть руководствуется ситуацией на рынке, оно не руководствуется общественными интересами. Вот в нормальном цивилизованном государстве Министерство экономики должно проанализировать ситуацию совместно с Черноморэнерго, основными компаниями, которые производят электроэнергию. Они должны выстроить инерционный сценарий развития событий. И с учетом этого сценария предпринимать нам разработать ряд мер. Этого ничего не было сделано. Это нужно было сделать даже не в прошлом году, это нужно было сделать года 4 тому назад. И начать реализовывать меры. Нужно еще учитывать тот факт, что у нашего государства очень низкий управленческий потенциал. И чтобы решить такого рода сложную проблему, необходимо годы. Мы ничего этого не сделали. Теперь, когда люди пришли к власти, они руководствуются исключительно интересами групп. Вот они увидели, что там есть маржа. И эту маржу кто-то зарабатывает на улице, и государство, вместо того, чтобы руководствоваться интересами общества, понять, что дальнейшая работа в этой сфере может усугубить ситуацию, она тоже влезает в этот процесс зарабатывания, получения этой маржи. Вот и все, что произошло. Они приняли решение, не задумываясь о последствиях, потому что вокруг них еще были группы интересов, которые на них давили. У нас до 2021 года была одна группа людей у власти. Они, пользуясь административным положением, майнили биткоин. Эти сидели в стороне и ждали своего момента. Эти получили этот момент, тоже ворвались на этот рынок. Ну, это одна и та же, в общем-то, группа, которая там последние 20 лет... Ну, последние, да, 30 лет, которые они меняют друг друга, как это очень интересно сказал один из наших депутатов, это наши успешные люди, да, которые должны исключительно находиться в парламенте. Но этот депутат не уточнил, что эти успешные люди 30 лет находились у власти. И при этих успешных людях большая часть нашего населения стала обнищала. Те голодранцы, о которых он сказал, вот возникли благодаря этим успешным людям в этой стране. Исходя из этого, все-таки у нас всегда разговоры идут о третьей силе и так далее. То есть понятно, что у нас нынешняя политическая элита — это две группы людей, которые периодически сменяют друг друга, иногда крайне некультурно, да, выбрасывая там из окон, ломая двери и выкидывая там конкурента в окно, да. То есть вообще ситуация, при которой могла бы третья сила появиться, или почему третья сила вообще не появляется? Хотя вот я смотрю, очень много людей, которые недовольны ни теми, ни другими. То есть они не имеют отношения к этим группам людей, их будущее никак не связано. То есть они вот свои дивиденды с этого не могут ловить, не хотят ловить, кто-то не может, ни с той, ни с другой группы. Ну вот хотят просто жить в нормальной стране. Вот почему не появляется вот эта третья сила? Хотя было несколько попыток, да, эту третью силу организовать. Почему это не произошло? Ну, в политике очень мало порядочных людей. Да. Ну, понятно, что да, мало. Не хотят идти. Да, это тоже на самом деле серьезная проблема, почему у нас не получается сформировать в стране третью силу. И попытки действительно несколько раз у нас были, предпринимались, но каждый раз у нас все заканчивалось, как всегда.
Одна из основных причин, почему трудно сформировать третью силу, это то, что последние годы абхазское политическое поле оно стало гиперкоррумпированным. У нас процесс выборов коррумпирован снизу до... Всегда было, просто разные расценки были Да. там в силу. Ну, сейчас расценки Возможно, уже да. такие, что да, как бы очень трудно войти на этот рынок. И для того, чтобы сформировать третью силу, политическую силу, даже если она не участвует в выборном процессе, ее текущая политическая борьба, текущая деятельность тоже требует огромных денег. Там, нужно средства массовой, информационный блок вести. Нужно... Сейчас Facebook есть, да, нанять этих рабов, там, фейсбучных анонимов, это тоже денег стоит. Тоже денег стоит. Которые тебя говорили бы, президенты, это вот он спаситель, она спасительница, я не знаю, кто там. Плюс еще добавим к этому избирательный процесс. Парламентские выборы у нас без денег не получается. Президентские выборы это там само собой. Вот. Это одна из основных проблем — отсутствие ресурсов. Проблема в том, что вот эти две политические силы, они все ресурсы государства, которые были, они фактически их поделили между собой. И эти ресурсы они используют в политической борьбе для сохранения, опять же, доступа к этим ресурсам. Любая другая сила, которая, даже если она возникнет, они ее не подпустят к этим ресурсам. И как только они почувствуют для себя угрозу, эти обе политические силы, они хотят, не хотят объединяться против третьей. Потому что третья будет ломать ту систему, которую они уже выстроили. Но у них еще помимо денег, это все-таки и технологии. Там, да, за 20 лет выборов мы все-таки достигли совершенства. И в каждой группе есть свои решалы там, по улицам, там, по селам, по подъездам и так далее. То есть это достаточно налаженный механизм выборов со всеми людьми, которые смотрящими и так далее. Это все-таки очень, это такой сильно выстроенный механизм. А как его все-таки поломать? Вот, чтобы... Или что должно произойти, чтобы третья сила какую-то конкурентоспособность имела? Ну, я думаю, что в любом случае третью какую-то силу нужно организовать. Она должна существовать, по крайней мере, выражать какое-то мнение, объективное мнение о происходящих процессах в экономике, в общественно-политической жизни. Люди должны видеть, что вот на фоне того, что мы имеем сегодня, что есть нечто здравое. Но это должен быть все-таки долгоиграющий. Конечно, да. За год до Нет. выборов, да? Долгоиграющий, рассчитывать на то, что вот вы сегодня создадите там и к парламентским выборам вы придете и выиграете, или к президентским выборам, с таким подходом не стоит вообще заниматься этим, потому что очень сложно будет выиграть. Нужно создать, людям просто показать, что есть альтернатива. Но это опять же потребуются финансы. Конечно, финансы в любом случае потребуются. Финансы потребуются достаточно серьезные. И даже если при наличии финансов, могу с уверенностью сказать, что эта третья сила попасть в систему власти не сможет путем в ходе каких-то выборов парламентских или президентских. Единственная возможность попасть этой третьей силой к власти — это такая общеизвестная, да, в политической нашей культуре это уже стало обыденной вещью. Это вот что-то... Президентский дворец. Да, взять президентский дворец. Можно по-разному расценивать. Это может быть переворотом или может быть революцией, но тем не менее это вот такая практика у нас сложилась. Ну, в принципе, революции всегда делали небольшие группы людей. Да. То есть это да, в ту же Октябрьскую революцию изначально было задействовано не больше 1% вообще населения Российской империи, да, но тем не менее как бы итог был. Но это как бы не сочтите за некий призыв к каким-то радикальным действиям, но я как историк говорю, что, в общем-то, революцию делает не количество, революцию делают просто решительные люди. С другой стороны, честно говоря, вот мы говорим, конечно, это радикальные меры, это неправильно, в политической борьбе не должно быть таких вещей, но к чему мы научились за последние 25-30 лет? Одна политическая сила показала, как это можно делать, другая политическая сила показала. Мы постоянно имеем вот эти уроки. Мы на этих уроках учились. Но я, по крайней мере, отношусь, если я себя считаю политиком, я молодой политик. Я учился у них, я учился вот этим процессам, которые происходили на площадях, как они ломали двери, я все это видел, как они ломали окна.
как те, с кем они до этого работали, вдруг превращались в врагов народа, потом все наоборот, потом люди менялись. Вот это отсутствие морали, да, вот мораль из всей вот этой абхазской политики вытекала на наших глазах. И вот сейчас вот мы дошли до такой ситуации, что ее вообще там нету. Все, мы поняли, что, по крайней мере, вот в тех политических силах, которые внутри, там в них какой-либо морали я уже не вижу. И что дает мне основание говорить, что даже новая политическая молодая сила, которая возникнет, она имеет полное право также без каких-либо принципов и морали подойти к вопросу политической борьбы. Потому что этому нас научили. Возникновение третьей силы это не гарантирует к изменению правил игры. Нет, конечно. Правила игры уже заданы. То есть ты опять же вынужден будешь превратиться в того же дракона, с которым ты борешься. Нельзя превращаться в дракона. Можно дойти до этого, получить возможность, а потом уже исправить. Если ты превращаешься в дракона, какой смысл? Ну, так или иначе, все-таки, конечно, это проблемно, наверное, мне кажется, долгоиграющую найти финансы под этот проект в силу того, что бизнес, он тоже так или иначе у нас политизирован, да? То есть иначе он не был бы бизнесом крупным или каким-то, и не возник бы вот в этой системе координат, он не имел бы, наверное, будущего. Но с другой стороны, а само общество, вот, почему само общество не может влиять? Само общество, оно также разделено, как и вся наша политическая. Ну вот я смотрю вот сейчас по, допустим, как-то ориентируюсь по Фейсбуку, допустим, на отключение там, на все, что происходит со светом, и, ну, как бы, знаешь же, как люди там обычно голосуют, как бы, я имею какое-то представление, как люди там голосовали там на последних выборах, за какую кандидатуру голосовали, и я вижу все-таки достаточное количество людей, которые, допустим, тому же Аслану Бжане отдали голоса, а сейчас как бы очень радикально смотрят на то, что происходит с электроэнергией. То есть люди меняются, все-таки они же голосуют не там, это в 2004 году, может быть, там за портреты там голосовали, а сейчас реально люди хотят каких-то изменений. То есть все-таки общество, оно достаточно сильно меняется, и как бы людей, которые до фанатизма преданы каким-то политическим лидерам, кругам и так далее, становится все меньше и меньше. Сейчас все-таки это меньшинство, там, допустим, в 2004 году, наверное, общество реально было поделено, да, там, на хаджимбистов и багапшистов, да. Сейчас уже вот этот принцип там не очень работает. То есть есть люди, которые абсолютно аполитичные, то есть они не входят, не являются ни бжанистами, ни анквабистами, ни хаджимбистами, ни ардзенбистами, никем не являются, они просто хотят жить. И с каждым разом, в общем, чем больше кризис в этой стране, все-таки людей, которые вот эти входят в те или иные фанатские группы, все меньше. Но, значит, они все-таки могут, их большинство, значит, они могут как-то влиять на этот процесс, коли речь идет о демократии, да, не о вооруженном перевороте там, и так далее. Почему общество не может само самоорганизоваться, тем более сейчас и социальные сети, и все остальное? Процесс вообще, общество как влияет на общественно-политический процесс? Оно влияет с помощью общественно-политических движений, создания политических партий, ну, это, по крайней мере, в рамках правового поля. Без инициативы, в любом случае, люди сами вот не соберутся. Кто-то должен проявить инициативу и позвать людей. Потом, что для людей важно? Людям важно дать какую-то программу действий. Просто заниматься тем же самым, что занимались твои предшественники, там, та власть или эта власть, просто декларировать там что-то, пустые слова, это уже людей не интересует. Им нужен четкий план действий, они хотят вообще, что ты собираешься делать и ради чего ты это делаешь, как ты собираешься, какими силами это сделать. Это очень важно. Ну, я думаю, даже при наличии всего этого сразу общество не подключится к процессу. Наше общество пассивно. Да, можно, конечно, в социальных сетях, в Facebook высказать свое мнение, там какой-то комментарий написать, потому что ты лишился определенного блага. Но наличие вот этого комментария против власти еще не означает, что этот человек будет реально голосовать против нее. Это просто у него был короткий порыв.
Но, тем не менее, в общем-то, люди устают. Это усталость есть, да, тем не менее. Но я вот о чем. Все-таки ты идентифицируешься, ну, во-первых, до сих пор, как бы ты даже не уходил из политики, тебя так воспринимают политиком, да? Политиком, который не отождествляется там, ни с той, ни с другой группой, ни с той, которая у власти, ни с той, которая в оппозиции. Вот как бы политики и с той оперы, которая там, которую мы имеем в виду, там третья сила, но которая не состоялась, да, наверняка как бы люди, которые думают о создании третьей силы, наверняка тебя и тоже имеют в виду, и, наверное, какие-то предложения есть, да, вот по созданию. Вообще какие-то консультации вообще ведутся или? Конечно, да, они постоянно ведутся. На твой взгляд, насколько это возможно, такое создание этой группы? Создание группы возможно и даже необходимо. Неважно, насколько она будет широко представлена, будет ли там серьезная у нее поддержка со стороны общества. Тем не менее, как бы ни было, все равно эта третья сила необходима. Необходимо, чтобы у общества был какая-то политическая группа, институт, который мог бы давать объективную оценку ситуации. Вот хотя бы ради этого нужно. Для того, чтобы, потому что возникает ощущение постоянного такого у нас диссонанса, что мы находимся чуть ли не в сумасшедшем доме, да, и методы политической борьбы, и постоянные обвинения политических партий друг друга. Ничего конструктивного взаимоотношения между ними мы не видим, и такое состояние обреченности, отчаяния и безысходности. Чтобы вот это хотя бы убрать, эта группа должна существовать трезвых людей, вот трезвых. Неважно, там, какие масштабы эта сила будет иметь, ну, тем не менее, она должна быть. Принцип какой вот людей формирования? Принцип обычный, принцип формирования любой группы, любой, кто считает, что, допустим, он не может быть частью вот этой политической группы или той политической группы, он может быть частью вот этой третьей силы. Там, в любом случае, там какие-то... Но это не должно быть, это должно быть, допустим, как в рамках, я помню, Айнар, когда там создавался, там более такая жесткая... Да, там была жесткая да. система. Айнар была политическая партия. Политические партии, они... У них, Нет, не только политическая партия, но вот в идеологическом плане идеология, у него да. было слишком много красных флажков, за которые нельзя было переходить. У Айнара была более такая националистическая идеология. С такой идеологией создавать массовое движение нельзя. И тем более выиграть демократическим путем какие-то выборы. Да, конечно. Это, у такого массового движения должна быть идеология государства, государственная идеология. В этой государственной идеологии может быть какие-то национальные оттенки, но превращать ее исключительно в национальную, это мы в конце концов строим не моноэтническое государство. Все принципы нормального цивилизованного государства должны быть заложены в программных документах этого общественного движения или новой силы. И я думаю, что очень важно, что при формировании вот этой силы, если она будет формироваться, в ней должны быть вставлены какие-то фильтры, которые бы не позволили бы произвести перетоку людей, которые 30 лет у нас находились то в одной политической силе, достаточно активно себя вели там, в системе власти, или в той политической... Провести какую-то иллюстрацию? Да, чтобы это у нас не получилось, что из этих политических сил произошел переток в вот эту третью силу, и она превратилась уже вот в точно такую же организацию, политическую силу, которую мы имели вот эти 30 А как эти фильтры? Надо какие-то фильтры, наверное, какие-то чтобы не работал ни на каких Ну, я не должностях, знаю, наверное. это очень сложный вопрос, но, по крайней мере, общество настолько устало от определенных лиц, что их появление, например, в составе новой силы, это уже... С другой стороны, вот у меня возникает резонный вопрос. Ну, допустим, провели вот такого рода условную иллюстрацию, да, там люди не должны в эту организацию входить, люди, которые там были, я не знаю, там крупными чиновниками и так далее. Но
Но может сложиться так, что в этой организации будут собраны люди, которые не имеют никакого управленческого опыта. Тоже, знаете, тоже достаточно. Очень хороший вопрос, да. У нас один период, если помните, не было президента в стране. Да. Вроде бы как бы и все нормально в стране было. Ну да. Да. Я иногда думаю, что когда обычно в субботу-воскресенье иду по набережной, или вдруг у нас праздники длинные образовываются, и я думаю, в принципе, это иногда и плюс для страны, по крайней мере, знаешь, что в этот период нас не обкрадывают. Это, по крайней мере, так. Но, тем не менее, все-таки сложно без какого-то управленческого, если вдруг группа какая-то людей приходит к власти, не имея никакого серьезного государственного управленческого опыта, это тоже может быть чревато. Система власти, которая у нас есть, ее функционал практически нулевой. Какая бы власть ни пришла, в любом случае придется некоторые институты полностью ликвидировать. Их переформатировать уже невозможно. Их надо будет убирать. А некоторые заниматься их санированием, очищать кадры. Какие институты могли бы... Я не знаю, сейчас все полностью упразднить в стране не получится. Например, силовой блок государства, он всегда останется. Вы не можете взять Министерство внутренних дел упразднить просто потому, что он коррумпированный. Нельзя упразднить органы госбезопасности. Они обеспечивают безопасность государства. Эти структуры, там необходимо проводить более тщательную реформу, там вычищать ряды и так далее. И весь вот этот багаж, опыт, который есть у наших чиновников сегодня, он не пригоден для нормальной работы. Их система ценностей, вот они в какой системе могут работать? Они только в коррумпированной. Понимаете, у них уже они другой структуры не знают, кроме той, в рамках которой они 30 лет работали. Я, кстати говоря, читал у нас, да, это может быть, как бы сказал, как он может об этом говорить, но в свое время мне Павел Шеремет, царство ему небесное, подарил книгу про реформы грузинские. И он имел кучу всяких бесед с грузинскими чиновниками, людьми, которые занимались этими реформами, и он как бы пытался определить, почему же они состоялись. То есть вот этот рецепт. И самый главный рецепт был вот в той же системе правоохранительных органов. То есть они пришли к выводу, что наличие опыта работы, там, допустим, условно говоря, в грузинской милиции и в грузинском ГАИ, то есть это не плюс, это минус. То есть и они вначале, в общем-то, оставили где-то примерно 20% людей, которые работали, привели тех людей, которых перевели на это место. Потом вот из тех людей, которые привели они на новые места, они половину через полгода выкинули, и вот эти 20%, которые от старой системы оставались, которые имели традиции, да, вот это дать на лапу, взять на лапу и так далее, там вот всю эту историю, весь этот бэкграунд, связанный там с этой коррупцией, они тоже убрали. То есть, наверное, и люди, которые, в общем-то, приходили в эту систему, они не имели никакого отношения. Да, вот какие-то курсы они прошли там, да, чтобы иметь какое-то представление, чего, в общем-то, хотят, и может быть, это и хорошо. По-другому так не получится, так и надо. Потому что там такой опыт. Причем, вот, если мы уже начали говорить о силовых структурах, это же они вышли у нас из советской шинели, это система, вот эта коррупция, она зародилась в 80-е, 70-е, 80-е, и развивалась. И сейчас, что мы имеем сегодня, это вот этот итог. С этим итогом в будущее идти не получится. И даже некоторые говорят, что даже не просто нужно полностью вычистить, даже само здание убрать и место поставить в другом месте, чтобы у людей тоже отношение к полиции изменилось, чтобы вот это стереотип, вот они вон там находились такие же, чтобы это тоже упразднить. Даже вот настолько глубоко заходит в части реформирования. Без этого нам тоже это предстоит сделать. Ты знаешь, вот я все время, как бы, ходишь сейчас на свадеб нет, но тем не менее там поминки и так далее, там и с людьми общаешься и так далее, и есть всегда кулуарные разговоры, там, а сможем ли мы вообще самостоятельно вот это все сделать? Да, это сложный вопрос.
Но а кто сделает, если не мы? Ну а есть ли какой-то лимит у нас? Лимиты у нас Ну вот на твой взгляд. сейчас, вот как у нас с электроэнергией, так же с этим. Но выхода у нас, в принципе, другого нет. И мы можем, конечно, просто опустить руки и согласиться и стать частью другого государства. Тоже так возможно. Но в конечном итоге мы через некоторое время поймем, что мы потеряли, очень серьезно потеряем. Просто. Мы как не просто как государство, мы как государство-то исчезнем в этом случае, но мы как народ тоже потеряемся. Очень жаль, что мало людей сегодня об этом понимают. Но пока у нас есть возможность, пока мы еще независимое, суверенное государство, еще есть какая-то хоть небольшая группа людей, которая верит в абхазский проект, нужно постоянно бороться и стараться сделать все возможное, чтобы помочь стране выжить. Вот я так думаю, потому что других вариантов нету. Но сейчас, как ты думаешь, все-таки идет переосмысление это? Да. То есть, Очень многие если, допустим, ну я так понял, все-таки общество при всей своей апатии, да, там, нынешней, да, там, я не думаю, что рейтинг там президента сейчас высокий, но при этом, я думаю, у общества нет абсолютно никакого желания там делать то, как мы там привыкли, да, там в 2014 году, там в 2020 году сменять. То есть вот сейчас все-таки, наверное, у Аслана Бжани есть 4 года, да, что-то изменить. Может ли он как бы надеяться, ну, я думаю, сейчас вот и долг образуется за электричество, проблем-то будет куча все равно. Тем не менее, может ли он надеяться на какую-то общественную поддержку, заявив о каких-то о реальных реформах там и так далее? Ну, по крайней мере, сейчас какие-то вроде бы уголовные дела там пошли за коррупционные, да, и так далее. Тем не менее, он тоже, как бы, я думаю, понимает тяжесть ситуации, в которой находится страна, экономика и так далее. Вообще, есть ли надежда у президента на вот эту общественную поддержку в силу того, что жесткие какие-то реформы, которые, может быть, и быть неудобные? Но если, по крайней мере, соцпрезидента будут озвучены желания, все. Ну, чтобы вы не подумали, что запись этой передачи идет где-нибудь в Сочи, в Москве или в Лондоне. То есть свет отключили, да, дежурная такая ситуация, кстати говоря, на 2 минуты раньше отключили. Дают обычно, там, я смотрю, там, на 7-8 минут позже определенного времени, да, вот отключили пораньше. Ну, в общем, такая ситуация, и мы сейчас в определенных техническом положении работаем, но, тем не менее, мы должны закончить свое интервью. И, Тенгиз, извини, что мы и энергетики тебя прервали, и я вот своим дополнением как бы увел от этой мысли. Ну, в принципе, возвращаясь к последнему вопросу, если со стороны власти, там, президента лично возникнет желание, если он выскажет намерение начать реформы в стране, я думаю, что общество его поддержит. Он поддержит, потому что мы уже настолько устали, что мы уже готовы ко многому, к любым реформам. И даже в какой-то степени мы, вот раньше, если у нас какие-то вопросы были к тому, что цены на электроэнергию необходимо, нельзя поднимать, что сегодня мы уже достаточно явственно понимаем, насколько важна электроэнергетика для страны и для каждого из нас. Мы к поднятию цен тоже уже готовы. Мы уже столько пережили. Я думаю, что не только общество, но и общественно-политические организации, партии тоже поддерживают этот процесс, потому что никто в этой стране, кто бы ни был, какую позицию политическую не занимал, никто не против собственного государства. Если желание со стороны органов государственной власти такое возникнет, это будет очень хорошо, и я думаю, что поддержка будет. Ну, в общем-то, на такой оптимистичной ноте, да, я имею в виду на словах Тенгиза Джопуа, а не на той подсветке, которая сейчас существует, да, при отсутствии вообще света элементарного. Мы завершаем сегодняшний наш эфир. Я напомню, что гостем «Чегемской правды» был сегодня блогер и при этом очень читаемый, очень известный и вполне возможно очень перспективный политик Тенгиз Джопуа. До свидания.